Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в этом замечательном зале после ремонта. Очень красиво. Вы у нас первые после ремонта, и вообще очень приятно, что у нас потихонечку снимаются ограничения, и все-таки ребята к нам стали приходить. И сегодня у нас состоится очень необычная профориентационная встреча. 21 марта у нас будет Всемирный день леса, и вот в честь этого такого праздника, так скажем, да, Международный день леса, у нас сегодня очень необычный человек. Дробахин Владимир Анатольевич, главный аналитик Комирегионального лесопожарного центра. То есть человек, который напрямую связан с лесом, который защищает лес. И вот небольшая биография, расскажу. Начинал свою трудовую деятельность в Троицко-Печорске, где был парашютистом пожарным. Отдал более 20 лет парашютной десантной пожарной службе. Более 800 прыжков с парашютом. Более 300 спусков со спускового устройства вертолета Ми-8. Лично принимал участие в тушении и ликвидации лесных пожаров на территории всей Республики Коми, Российской Федерации, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская, Новосибирская, Омская область, Красноярский и Иркутский край, Республика Хакасия, Республика Алтай, Якутия, Приморский и Хабаровский край, Магаданская область, Чукотка, Бурятия, Московская область. В США тушил пожары на Аляске и на территории еще 12 штатов. В Канаде, округ Колумбия. Прошел путь от парашютиста пожарного до директора Коми лесопожарного центра. Сейчас работает главным аналитиком Коми лесопожарного центра. Вот такой интересный очень человек к нам пришел. Мы все с вами его послушаем внимательно, а потом зададим вопросы. Кто-то из вас уже подумал над тем, кем будет работать после школы? Куда пойдет учиться? Вот для этого мы и организуем наши встречи, чтобы помочь вам с выбором своей профессии. Пожалуйста. Спасибо за представление, уважаемые школьники. Я очень рад присутствовать сегодня здесь, и в рамках этой встречи хотел бы вам кратенько рассказать вообще о системе охраны лесов от лесных пожаров. Ну, вы слышали уже, что 21-го Всемирный день леса. Все мы живем, в частности, в Республике Коми, и из истории и географии мы знаем, что лесов в мире очень много. Можно, да? Лесов в мире очень много, и тем не менее наша страна занимает первое место по количеству лесов в мире. Более 20% всех лесов сосредоточено на территории Российской Федерации. На территории Российской Федерации разные зоны лесов, также вы знаете из истории географии, наверное, да, что леса делятся на таежную зону, на лесотундровую, смешанные леса, широколиственные леса и лесостепь. Так вот, все эти леса присутствуют на нашей территории Российской Федерации, в стране. Они разные. Если вы были за пределами Республики Коми, например, там, в Кировской области, там уже другой тип леса. Если говорить о Республике Коми, то леса таежной зоны, например, вот мы живем в средней зоне, на севере у нас тундра, на юге у нас южная тайга. Но они, скажем так, различны, но тем не менее все леса подвержены лесным пожарам. Так вот, на сегодняшний день в мире проблема номер один в лесах – это лесные пожары. Лесные пожары, они возникают по двум причинам. Первая причина – это природный фактор. Это грозовая деятельность, так называемые грозы. Вы все видели летом, часто бывают грозы. Так вот, номер один природный фактор – это грозовая деятельность. В разных типах лесов это по-разному. Если говорить о таежных лесах, в мире их еще называют бореальные леса. Вот. Если говорить о бореальных лесах, я буду когда таежных, когда бореальные леса, то
Высокий процент возникновения лесных пожаров, бурильных лесов – это, конечно, грозовая деятельность. Вторая причина возникновения лесных пожаров – это антропогенный фактор, иначе говоря, человеческий фактор. То есть это брошенный окурок, небрежно непотушенный в лесу костер, это выхлопы из тепловозов, либо самоходных машин, тракторов, когда искра попадает. В общем, на сегодняшний день наша страна, Россия, буду говорить о стране нашей России, хотя могу рассказать многое и там, где я был, это Соединенные Штаты Америки, Канада, которые, кстати, тоже страдают от лесных пожаров. И вы часто по телевизору, например, видите там катастрофические пожары, например, в Калифорнии, да, это штат Калифорния. Напомнить хочу, что Шварценеггер был в Калифорнии очень много лет губернатором. Так вот, эти проблемы существуют везде в мире. И каждая страна организует охрану лесов, скажем так, исходя из своих принципов, исходя из своего понимания, как это делается. А на сегодняшний день страны, которые, скажем так, лесные страны, где очень много леса, это в первую очередь Россия, это в первую очередь Канада, это Америка. Вот, система охраны лесов у них в наших странах на очень высоком уровне. Что такое высокий уровень? Охрана лесов наша подразумевает, что мы должны быстро найти пожар, обнаружить пожар, доставить на них силы и средства. Силы – это людские силы, средства – это снаряжение различное. И оперативно эти силы, эти люди должны оперативно его ликвидировать. То есть, иначе говоря, чем быстрее мы потушим пожар на маленькой площади, метр на метр, если мы его потушим, естественно, будет ущерба для леса гораздо меньше, чем мы его потушим, что у нас стоит, это будет 1 гектар. Так вот, в настоящее время существует, скажем так, буду опять говорить, начиная от коми и переходя на мировую практику. Лесопожарные службы, которые делятся в свою очередь на наземные, на авиационные службы лесов. Там, где много леса, например, как у нас в Республике Коми, как в Сибири, приходится, не приходится, а экономически выгодно организовывать парашютно-десантные пожарные службы. Что это такое? То есть существует в нашем штате, в лесопожарном центре, например, существует профессия парашютист пожарный, десантник пожарный. И какое предназначение? Предназначение их, то есть их обязанности, да? То есть они, постараюсь немножко по-другому сказать, фильм «Огонь» вот здесь недавно рекламируют, да? Кто-то ходил, смотрел фильм «Огонь», нет? Вот сходите, посмотрите. Ну, можете в интернете найти ролик. Это фильм о лесных пожарах. Вот о чем я вам сейчас рассказываю. Эти службы, парашютно-десантные пожарные службы, для чего? Для того, чтобы оперативно потушить лесной пожар. Как это делается? Профессия парашютист пожарный подразумевает человек, который специально подготовлен, который физически готов, который психологически готов, ментально готов
тушить лесные пожары, находиться в самых сложных условиях, в самой сложной среде. Первая среда – это среда воздушная, это среда авиационная, когда человек, сами понимаете, перелет в самолете – это проблема, это сложно. Вторая среда – это прыжок с парашютом, это не очень такая сложная среда. Третья среда – это нахождение в лесу, автономное проживание 5, 10, 20, 30, 40 суток в лесу. Это тоже очень сложная среда. И четвертая опасная среда – это сам огонь, лесной пожар. Так вот, наша система подразумевает, что парашютисты пожарные при обнаружении лесного пожара летят на этот пожар, прыгают в лес в автономном режиме, им сбрасывают, они сами прыгают, сбрасывают все имущество на грузовых парашютах. И эти люди живут в лесу и тушат лесной пожар. И я бы, наверное, хотел показать небольшой ролик. Это наши лесные пожары. Наши лесные пожары. Еще вот прыгает человек, это я прыгаю, да. Я прыгаю и вот снимаю реальный пожар. Это начало 2000-х годов. Территория это, лесничество не помню, но это Пермское лесничество. Вот грузовые парашюты, где сбрасывается, на этих парашютах сбрасывается все необходимое. Вот на большом парашюте сбрасываются бензопилы, продукты питания, лопаты, бензин, что еще, радиостанции. Вот парашютист пожарный, который приземляется на определенную площадку. Туда вот мы выбираем сверху площадку, куда приземляются парашютисты. Вот они все приземляются. Вот они разбирают все имущество, которое необходимо. Это ручной инструмент. Несмотря на то, что вот сейчас в мире так называемый ноу-хау, да, все есть, грубо говоря, все есть. Тем не менее, на сегодняшний день в мире, и не только в России, тушение лесных пожаров – это тяжелый физический труд. Технология, тактика и техника тушения пожаров не меняется уже около 70 лет. Меняется только снаряжение, имущество усовершенствуется. Ну, к примеру, вот, пила, бензопила «Штиль». Например, она очень современная, очень высокопроизводительная. Вот лесной пожар в таежной зоне. Пожар низовой, средней интенсивности. Распространение пожара, скажу, что низкой интенсивности, то есть невысокой интенсивности распространяется пожар.
Нормально. Это фильм, наверное, я смотрел, когда был таким, как вы. И вот этот фильм, на основании этого фильма я стал мечтать о профессии, о которой я вам рассказываю. Сейчас посмотрите, хорошо. То есть это фильм, наверное, в конце 70-х годов. Он сейчас, конечно, цифровали и по новой его сделали. Посмотрите, пожалуйста, хорошо? В этом фильме снимались летчики аэрофлота, парашютисты, десантники, сотрудники Центральной и Красноярской авиабаз охраны лесов, люди, для которых борьба за сохранение природы — это профессия, повседневный труд. Верховой пожар — это, наверное, самый страшный пожар. Когда огонь срывается и обходит, идет уже не плотной стеной, а идет впереди, по макушкам перескакивая с кроны на крону и застигая врасплох животный мир и даже людей. Полоса на взлете гудит бетоном, над аэродромом погода звенит. Не угнаться Аннушке за Антоном, ты уж меня, Аннушка, извини. Может, где-то больше, чем тут чего-то, но зато пурге бесконечной назло голубые звезды кладет Чукотка на мое плечо, на твое крыло. Полоса на взлете гудит бетоном, над аэродромом погода звенит. Не угнаться Аннушке за Антоном, ты уж меня, Аннушка, извини. Так это для меня такая радость. Разве могла я когда думать, что я стану пилотом летать? А тем более в Сибири. Я ж мечтала как. Потому что я жила на севере, для меня это Сибирь, это что-то такое было большое, непостижимое. И вдруг я теперь летаю. Я смотрю на эту тайгу, все время восхищаюсь, все время радуюсь. Постоянно. Вот усталая сижу в самолете, измученная, можно сказать, иногда. Вот. А все равно радуюсь, улыбаюсь, сижу, даже мурлыкаю песенки. Вот так. На ближайшие 2-3 дня ожидается резкое повышение температуры до 33-35 градусов. Антициклон смещается с северо-запада. Обстановка, пожарная опасность в лесу и обстановка все еще угрожающая. Романов Алексей Федор. Зовут Виктор, фамилия Заматаев. Александр Никонович Харин. Валера Бугаев. Родился я в Рязани, рязанец. Приехал я из Ленинграда. С Горьковской области. Из Подмосковья. Приехал с Киева. Сам я родом Красноярского края, Нижнеудинского района, в деревне Сергинка родился. В 47 году пошел, значит, на провоз. К чигарам ездил. Работал в Киеве слесарем-сантехником.
детства увлекался моделестроением, занимался планерным спортом, самолетным, перешел в парашютный спорт. Работа зондировщиков. В течение вчерашнего дня выполнено 3 вылета. В районе пожаров конвективной облачности не было. Для ликвидации этих пожаров требуется 3 бульдозера, которые, возможно, перегнать с оленеводческой фермы, будут направлены. Это мы решим здесь. Парашютисты есть парашютисты. Друг на друга всегда мы и 200 протащат. Смелость это первое, потому что, смотри, со взрывчаткой он работает, опасно. На парашюте прыгает и с огнем имеет. Все 3 вида, вот они сами по себе, вот, они все страшные. Ведь парашютист 1 раз ошибается, взрывник тоже 1 раз ошибается. Ну и пожарник, потому что он с такой лавиной огня борется. 3 пожара в районе Яркина, угрожает оленеводческому совхозу. Причина были не одна, это ураганный ветер, который был позавчера. Скорость ветра была до 20 метров. О телеграмме о том, что это оленям стадам, я в курсе дела. Я направляю туда группу парашютистов во главе с опытным инструктором, который эту местность отлично знает эту местность отлично. Только для цели вывода оленей из зоны действия 3 этих пожаров. Состояние по району. Сегодня отдельные участки действуют верховым, остальные распространяются со средней скорости, низовые, но задымленность чрезвычайно сильная. Это еще усугубляет обстановку. Точную площадь пожара установить невозможно. Вся северная кромка задымлена. Сейчас заостряется на Ми-6. Крайне необходимо его прибытие сегодня вечером. На завтра обеспечим заброску всех бульдозеров на пожары. Я не верю в то, что некоторые всегда страшно, но этот страх остается позади, когда перед тобой есть какая-то цель. Его можно подавить. Я борт 32-247. Огонь перекрывает выход оленям. Принял решение выбросить Романова поближе к пожару. Иначе стадо мы не спасем. Стадо.
прыжку я не скажу точно, но под 500 есть. 500? 7 прыжков. Это с 54-го года. 631. Ну, прыжков у меня где-то так, это около 500. Потому что один прыжок бывает, что на 2-3 пожара прыгаешь. По знакомой тропе иду, та, что к счастью ведет. Листья тихо кружат, облетают в саду. Грустно без тебя одному. Листья тихо кружат, облетают в саду. Грустно без тебя одному. Верю, знаю, весна придет, зашумит кругом, по знакомой тропе вдвоем мы к счастью придем. Листья тихо кружат, облетают в саду. Грустно мне без тебя одному. Листья тихо кружат, облетают в саду. Грустно мне без тебя одному. Для просмотра пути следования бульдозеров из Яркина на 42-й пожар. Вылетаем на вертолете Ми-1. На вертолете Ми-1. 3 пожара в районе Яркина, 3 пожара в районе Яркина. Угрожает оленеводческому совхозу. Все пожары перешли на верховые. 86-й. Я Романов. Приземлились нормально приземлились. Люди в порядке. Выходим на кромку через 15-20 минут. 42-й пожар пошел верховым. Выход из холодной балки на шивер перекрыл 25-й пожар. 25-й пожар перекрыл балку с севера. С севера балка перекрыта. Шлите взрывчатку. Михаил Михайлович, я площадка. Если через полчаса взрывчатку не доставят на пожар, оленей не выведу. Романов, взрывчатка на подходе взрывчатка. Ми-8 на подходе. Появилась возможность поднять зондировщик. Через час-полтора поможем вам дождем поможем. Николай Николаевич, Ми-6 достойно окончил доставку тракторов в Яркино. Сейчас 2 колонны поведут защитные полосы по северной кромке. Взрывчатка заброшена. Десантники и Романов рвут полосы с юга и юго-востока. Оленей выводят на стрелку к Шиверскому. Я борт Ми-8. Обстановка напряженная. Пожар идет верховым по Бедашону.
Видимость слабая из-за сильной задымленности. Стада не просматриваются. Прием! Как поняли, прием! «86-й. Я борт Ми-8. Выбрасываю взрывчатку на кромку 25-го пожара. Прием! Как поняли, прием! Николай Николаевич, воздух-зондировщик, поднять воздух-зондировщик. Покидышев обещает облака. Есть условия, хотя и минимальные, для искусственных осадков. Зондировщик даст осадки на Яркинскую группу через 40 минут. 15:30 местного. 15:30. Я борт 34 шестерки. Высота 400. Температура -8. Продолжаем набор. Любовь, это точно. А вот кедр, который дает плоды ореха, очень вкусный орех. И вот она сгорает, эта кедрушка, такая молодая стоит, и прям вот раз снизу, и огнем вся вспыхнула. Вот разве не жалко, посмотришь? Быть не человеком, чтобы, вот, допустим, ее не потушить. Попадаешь, вот такие люди, вот, срубают эти вот кедры. И за десяток шишек, такой, ну я не знаю, я бы этих людей, не знаю, что с ними делал, я бы их вешал бы потихонечку. И вот эти пожары поджигают тоже. Ведь вот у нас такое зло появляется, хоть это наш кусок хлеба фактически, а все равно вот у нас зло появляется как поджигатели к этим охотникам, которые, или рыбаки, которые на берегу оставляют костры. Вот, или вот, допустим, сейчас экспедиции лесоустроительные, они вот часто бывает оставляют костры.
Состояние пожара угрожающее. Состояние пожара угрожающее. Задымленность полная. Задымленность полная. Оленьи стада не просматриваются. Не просматриваются. Приступаем к воздействию. Расстрел облаков будем производить С-5. С-5. Я 3 шестерки. Я 3 шестерки. Все вершины расстреляны. Все вершины расстреляны. Северный пожар накрыт полностью осадками. Полностью накрыт осадками. Южный пожар тоже в зоне осадков. Южный пожар тоже в зоне осадков. Вся зона осадков смещается на запад. Производим набор. Набор для повторного воздействия. Николай Николаевич, только что передали РД. Все стада вышли к Шиверскому. Олени на стрелке. Олени на стрелке. У меня все. До связи. И песню запели, и роса на траве засверкала слезой. Возле нижней Тунгусской гуляет олень. Молодая березка склонилась к воде головой. Возле нижней Тунгусской гуляет олень. Молодая березка склонилась к воде головой. Завтра рано вставать, парашюты готовы, на прыжок улетаем, встаем звездой. Нам рассвет перед взлетом, росою глаза промываем. Нас не надо жалеть, и себя не жаль. Нам рассвет перед взлетом, росою глаза промываем. Нас не надо жалеть, себя не жаль.
специальности. Это специальность парашютист пожарный. Вы теперь вкратце знаете, да, что это такое. Вот. Еще раз подчеркну, что главная цель этих людей – это останавливать лесные пожары. То есть ликвидировать лесные пожары. В настоящее время у нас в Республике Коми существует 75 человек. Всего в России их, наверное, не больше 500 человек профессии такой имеет парашютист пожарный. В США это 150 человек, в Канаде около 100 человек. То есть профессия не распространенная. Поэтому вы многие, наверное, об этом и не знаете. Но тем не менее, эта работа, она обществу очень мало видна. То есть мы живем в лесу, мы живем в городе, мы не знаем, есть пожары, нет пожаров, как они тушатся. Но тем не менее, вот эти люди, парашютисты пожарные, десантики пожарные, летчики-наблюдатели, которые сидят в самолетах, в вертолетах, которые совместно с парашютистами выбирают площадку, которая сбрасывает груз. Вот это специальности, которые непосредственно занимаются охраной лесов от пожаров. И когда вы будете слышать или видеть, что вот, например, в Республике Коми или в России там горит лес, таежная зона, да, вы должны понимать, что там люди трудятся, парашютисты пожарные, десантники пожарные, которые неимоверным своим физическим трудом, подвергая себя, лично себя риску, защищают лес, охраняют лес, конкретно от лесных пожаров. И, конечно, мне бы, как человеку, который прошел это все с нуля, и посетив другие страны, мне бы хотелось, и всему нашему коллективу хотелось, когда вы выходите в лес, когда ваши близкие выходят в лес, когда ваши знакомые, мне бы хотелось, нам бы хотелось, чтобы вы вели все-таки себя аккуратно. Никто не говорит, что нельзя ничего делать. Если вы заметили в лесу непотушенный окурок, или сами курите, или костер разводите, будьте внимательны. То есть потушите его. И потушите так, чтобы вы были уверены, что он не загорится. То есть если у вас есть возможность, вы своим близким, знакомым говорите о культуре поведения в лесу. То есть везде у нас существует культура, да? Вот мы себя ведем в нашем социуме, у нас есть определенные традиции и культура. В школе вы ведете, есть определенные правила. На улице водитель едет, правила движения. Также и в лесу существуют правила, определенные правила, которые нужно соблюдать. Так вот, если вы будете соблюдать, если мы будем соблюдать правила поведения в лесу, то вот я вам говорил, возникновение лесных пожаров, природный фактор, антропогенный человеческий фактор. Один фактор мы убрать можем. Это человеческий фактор. Например, страна Канада, да? Страна США. То есть культура людей, культура жителей этой страны на высоком уровне. И они очень редко возникают лесные пожары именно от человеческого фактора. Возникают, конечно, но это очень редко. Если взять Россию, в 15-20 раз чаще возникают лесные пожары от антропогенного фактора, то есть от людей. Приведу пример. Работая в США, я проработал в США в общей сложности, ездил туда 4 раза, в общей сложности где-то около год и 8 месяцев. Я прожил в США, это была не команда, я был один русский, который работал конкретно там, например, Макол Смок Джамп Пропейс, в лесопожарном центре Макола, да. Я был один, естественно, в этом социуме жил, видел, как люди работают, как живут, как ходят в магазины. То есть я видел Америку изнутри, да. Так вот, люди, которые живут там, они любят свою страну. Вот, знаете, да, ковбои, например, да, ну, вот, западная часть США, где живут люди, по фильмам мы видим, да, они живут на большой территории, они живут в большинстве своем в частных домах. Он поставил флаг и говорит: я люблю свою страну. Как он любит свою страну? Он любит ее по-разному, но, например, выйдя на улицу, он никогда не бросит мусор на улицу. Я говорю, я люблю свою страну. Мы работаем на пожаре, например, такой заповедник Yellowstone National Park, слышали, да? Там, где гейзеры, там, где бизоны. Вот. Мы работаем на этом пожаре, мы прыгаем с парашюта туда.
пожар ликвидируем, нам говорят, бензопилами работать нельзя, вертолет вас не заберет, вам придется идти 25 километров пешком. Я говорю, почему? Мы же вроде бы как бы спасаем. Здесь животные, и поэтому механизмы запрещены. Так вот, нам приходится, мы там живем, мы там кушаем, нам пришлось, это норма для них, нам приходится те банки, которые мы съели, мы их, что не съели, мы открываем, выбрасываем все, в огонь сбрасываем банки, мы их сжигаем, плюсуем, прессуем и кладем в рюкзак, у каждого 50 килограмм без этих банок. Кладем в рюкзак и выносим. И он говорит, это моя страна, и я не хочу здесь сорить, и не буду. Каждый из вас, вот вы сидите сейчас, вас спрашивают, кем вы будете. Многие, наверное, уже знают, кем вы будете, а многие не знают, кем вы будете. И я подчеркну, что вот посмотрел фильм вот этот вот, наверное, в 7 или 8 классе. Я решил, что я буду парашютистом пожарным. Я еще не знал вообще ничего. Раньше ни телефонов не было, такого не было, скажем так, того потока информации. Но, тем не менее, вы вырастете, кто-то парашютистом будет, кто-то инженером, кто-то водителем. Но, тем не менее, мы все жители нашей страны и должны вести себя в нашей стране. Это наша страна. Вести себя так, чтобы мы не причиняли, в частности, ущерб лесу, в частности, ущерб городу, и вели себя, ну вот, примерно, вот, весна настанет, вы посмотрите, сколько вокруг домов грязи, да, мусора. Это же мы сами, ну, не лично я вас говорю. Вокруг дома, вот посмотреть, ну просто у меня, например, кровью сердце обливается. Это мы сами делаем, потом мы убираем, потом мы там всякие акции делаем. Есть такая поговорка, да, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Вот я вас призываю, вы молодые люди, молодые девочки, молодые мальчики, вы вырастете, так вот я вас призываю, чтобы вы в своей жизни не мусорили, не поджигали лес и не делали ничего противоправного, что нарушает, в частности, экологию. Да, поэтому давайте перейдем более к другому типу, давайте перейдем к общению. То есть, ну, я готов ответить на все ваши вопросы, любые, хоть на личные, хоть на другие вопросы. Мы можем еще посмотреть какой-нибудь фильм. А специальность-то там у вас вот как бы получают где-то или после армии берут этих десантников? Да, специальность. Сама специальность, то есть ее где-то, ну, она где-то, скажем так, ее кто где-то получает. Да. То есть на сегодняшний день это специальность парашютист пожарный. Ее можно получить только в специализированном лесопожарном учреждении, то есть в лесопожарном центре. У нас вот, в Республике Коми, в городе Сыктывкаре. То есть, чтобы получить профессию, нужны критерии. Но на сегодняшний день гендерно различается, девочек не берут. Парашютисты Только мальчиков. в Америке берут. Вот я в Америке работал с девочками, да, в Канаде беру свободно. Но тем не менее, мальчики это 18 лет, годные по состоянию здоровья, прошедшие физические тесты. Что такое физические тесты? Это реальный физический тест, нужно пробежать 3 километра, это делается последовательно, без перерыва. Сначала нужно 3 километра пробежать, потом нужно 3 километра пронести груз 40 килограмм, после этого нужно потянуться 10 раз, после этого нужно пресс из положения сидя 60 раз и отжаться 60 раз. Ну, то есть вот такой тест. Ну, как плюс медицинская комиссия. Плюс медицинская комиссия, если говорить о тестах в США, это называется АДАМ тест. То есть там начинается не так, там начинается, нужно пробежать 42 километра. То есть в лесопожарный центр это не учат каждый год. То есть в России учат в каждом субъекте, где есть лес. Это Архангельск, Республика Коми, если по Европе. Это Карелия, по Сибири, это вот сибирские регионы. То есть там опять же нужно звонить, заявку оставлять. То есть если медкомиссию проходите, если тесты проходите, вас обучают в течение 1,5-2 месяцев. Вы проходите дисциплины. В первую очередь это парашютная подготовка, вторая очередь это физподготовка, третья это радиосвязь. Вот фильм старый смотрели, он постоянно повторяет. Несколько раз одно и то же. Да. Прием. Парашютисты нужны, ветер такой-то, ветер такой-то. Почему? Это раньше, например, сейчас мы какой связью пользуемся?
Берем, Что в лесу интернета нет. Что-то... То есть берем, то есть Радиосвязь. если в лесу у нас спутниковый телефон. То есть спутниковый телефон, либо радиосвязь, короткие волны радиостанции. Раньше радиостанции были большие и связь очень плохая, поэтому приходилось 2 раза одно и то же говорить 2 раза для того, чтобы вот пока дошло. То есть радиосвязь — это технические средства, это тактика, технические средства всех средств, которые применяются на пожаре. Вот через 2 дня приедет сюда человек, который вам будет показывать технические средства. То есть вот ежедневно для того, чтобы стать парашютистом пожарным, нужно вот то, что я сказал, сдать, обучиться. И само обучение будет проходить ежедневно 8 часов. По окончанию должны все сдать экзамены. Парашютную подготовку на отлично, десантную подготовку на отлично, меньше не допускается. Почему? Потому что это безопасность жизни. То есть для того, чтобы прыгать с парашютом, нужно знать наизусть, на зубок, тактико-технические данные, нужно знать на зубок все критические ситуации, которые могут случиться. Да? Вот грубо говоря, прыгает парашютист пожарный, дергает кольцо, а у него не открывается парашют. Что делать? Пока подумаешь, пока почешешь, 52 метра в секунду ты летишь без парашюта. Пока ты 1,5 минуты подумал, ты уже упал. Поэтому нужно что? Все исключительные случаи сдать на зубок. Более того, знать ты не должен не рассказать, а должен действиями. Специальный тренажер, который показывает, там садится человек, открываешь, инструктор говорит, не раскрылся парашют, твои действия. Ты не говоришь, ты просто делаешь. Вот это около месяца, 1,5 происходит. По окончанию, если человек сдал экзамен на отличную парашютку, десантную подготовку, начинаются практические занятия. Вот 17 числа марта начнутся практические прыжки с парашютом в Каркеросе. Но мы обучаем не молодых людей, мы обучаем парашютистов пожарных действующих, у которых перерыв зимой, они же не прыгают, для того, чтобы они не теряли квалификации, не забывали, как дергать кольцо, как приземляться, как рассчитывать вероятность приземления в то место, в которое нужно, а им нужно 10 на 10, такой участочек. Вот летит на самолете, выбирают участок 10 на 10, высота километра, и они должны вот туда приземлиться. Поэтому они должны обладать навыками управления парашютом, а скорость парашюта, вот, которую вы видели, горизонтально до 40 км в час, вертикально 5 метров, но 7 метров может быть снижено до 0. Вот после того, как они все это сдадут, теоретическую подготовку, практическую подготовку, совершат от 12 до 15 прыжков за курс, 12 спусков, после этого им выпишут квалификацию, специальность, парашютист пожарный. И так каждый год, да? Нет, эту специальность получат документ и начинают приступать к работе. Это можно в Сыктывкаре, это можно в любых районных центрах, где у нас есть подразделения. По окончании сезона человек устраивается на постоянную работу. То есть по окончании сезона, пожароопасный сезон, май, сентябрь, возможно командировки. Сейчас поменьше командировки, раньше очень много командировок было, в том числе и за границу. То есть, сейчас ребята, например, у нас были 50 дней в Красноярском крае, тушили пожар. После этого они отдыхают, я имею в виду, в отпуск выходит, отпуск большой, сразу скажу, около 86 рабочих дней. После этого вот начинается весна, они опять теоретически, практически сдают тесты. То есть вот сейчас приехали для того, чтобы они каждый год подтверждают квалификацию, что ты можешь это делать. Это происходит постоянно, независимо 5 лет или 10 лет отработал, независимо. Вот, поэтому вот у них насыщенная такая работа. Раньше еще парашютист пожарный получал дополнительную квалификацию взрывник. То есть существует технология, нарисуем его красным, да? То есть, грубо говоря, лесной пожар. Вот такой. Да? То есть технология тушения пожаров, она не изменилась, как я говорил, изменились только средства тушения пожара. То есть вот эта вот кромка, которая говорит, она называется кромка, да? То есть сам лесной пожар, если здесь растут деревья,
различные деревья. Так вот, технология лесного пожара – это сначала его остановить. Какие способы применяют для остановки тушения лесных пожаров? Опять различные, вернее, в зависимости от лесорастительных условий. Но в основном применяется это бензопила, это лопата, это ранцевый лесной огнетушитель. Ну, попроще сказать, рюкзак, в котором там 25 литров воды и насос, который разбрызгивает воду. Вот. А раньше применялась еще взрывчатка, то есть взрывчатые материалы. Что они делали? Они раскладывали, мы раскладывали, я вот учился, сначала отучился на парашютиста, а через год я вот отучился в течение полугода на взрывника. Раскладываешь взрывчатый материал, он такой в виде, как это, наверное, в виде сосисек сейчас сказать, если можно, да? Вот такой длинный, раскладывается, там определенное, нужно было соблюдать по технике безопасности длину, вставляется капсула детонатора, огнепроводный шнур, поджигается, он взрывается, взрыв целенаправленный, направленный был не вверх, а вниз. То есть, и получается на земле, скажем так, минерализованная полоса. И пожар останавливается. Вот задача главная, когда парашютисты пролетели, остановить пожар, чтобы он не распространялся. Это либо минерализованной полосой, либо, по-русски говоря, канавой, да, вот канавка, чтобы он дальше не горел. А потом уже принимаются меры по локализации пожара. А локализация пожара подразумевает, мы сначала остановили, это остановка, а локализация это прекращение горения. Ну вот, начиная по периметру, начинается вот все тушить. Опять же, это все чисто физический труд. Это лопата, это нужно отпилить кусок дерева, закопать его, чтобы он прекратил гореть. Сам процесс горения тоже простой. Для процесса горения что нужно? Там, это физика, наверное, да? Какие параметры для процесса горения нужны? Это первое. Это источник. Источник горения. Это второе. Что? Это кислород. И третье. Что горит? Материалы, да? Так вот, источник у нас горения это либо гроза, либо антропогенный фактор. То есть наличие кислорода, ну понятно, да, кислород у нас всегда есть. И материалы. Их называют лесогорючие материалы. Вот в стакан бросим там любую бумажку, да, без воды, конечно. Бросим бумажку, подожгем, она будет гореть. Закроем чем-нибудь, как только кислород закончится, бумажка перестанет гореть. То есть, если мы любой источник уберем, называется штукой, треугольником, любой уберем, один из трех, процесс горения останавливается. Процесс локализации, что происходит? Мы убираем материалы на пути огня, перестает гореть. Кислород мы убрать никак не можем, так ведь? Источник огня, дерево горит, мы его засыпали песком. Мы убрали источник горения. Тоже прекращает гореть. И вот тех самых здоровым. Вот я совершил более 800 прыжков с парашютом, да. То есть у меня не было переломов ноги. Ну, перелом у меня был только один перелом челюсти. Когда вот видели, там в лес приземляются люди, да? Вот я приземлился неудачно. Вот. Но никаких сложных переломов не было у меня, я не пострадал, у меня несколько раз не открывался парашют, я вводил запасной. Сама работа, я вам еще раз говорю, тяжелейшая. Просто говоря, это адская работа. Вот для того, чтобы получить пенсию в 38 лет, нужно вот это время проработать. Не просидеть, а проработать. Поэтому вот такие социальные гарантии. Еще какие вопросы, ребята, есть у вас? Сколько человек в команде? Команды делятся, то структура. Сначала группа есть. Группа, исходя вот из Ан-2, 4-6 человек. Вот. А несколько групп уже образуется команда. То есть 2-4 группы это уже команда. Вот. В каждой группе есть инструктор. То
То есть это человек, который получил профессию парашютиста пожарного, либо десантника пожарного, который проработал больше 3 лет, имеет больше 100 прыжков и больше 50 пожаров лично участвовал. Мы его либо сами, либо посылаем в любой регион, который нам удобно, на курсы подготовки, переквалификации, для повышения квалификации. И он там еще более детально проходит все сложные дисциплины, о которых я вам говорил, и получает квалификацию инструктора парашютно-пожарной группы, парашютно-десантной группы, инструктор парашютно-десантно-пожарной службы. То есть вот этот инструктор является старшим и в лесу, и выбирает тактику, определяет технику тушения, определяет безопасное местоположение, куда прыгать, где нужно поставить табор. Табор — это то место, где люди живут. То есть вы ходили в поход? Ходили в поход? Ходили, да? Ну, вы прекрасно знаете, да, чтобы в лесу прожить, нужна еда, нужно продукты, нужны что? Средства, спальные средства, да? Таборные средства, то есть палатка, спальный мешок, продукты питания, ну, радиосвязь. Так вот, для того, чтобы вот прыгнули в лес ребята, где поставить, так как они называют, табор? Он должен быть безопасный, чтобы не упал на тебя дерево, чтобы огонь тебя не накрыл, то есть чтобы не сгореть. Вот все инструктор это определяет он это все быстро сверху. Просто так сверху посмотрел, сказал там, тут, здесь. Поэтому команда, группа, вот это вот разделено, это не как в армии, но это вот так. Еще вопрос, ребята. Для девочек есть специальность летчик-наблюдатель. Их тоже практически нет у нас в стране, очень мало, единицы. Но это профессия пилот, только немножко у нас по-другому. То есть летчик-наблюдатель — это человек, который тоже организовывает лесные пожары, который знает о лесных пожарах очень много, который умеет прыгать с парашютом и прыгает с парашютом, но только в процессе подготовки. Потом он это не подтверждает квалификацию. То есть на сегодняшний день в стране, наверное, 2 или 3 девочки у нас есть летчики-наблюдатели в стране. Видите, какая редкая профессия. Да, профессия редкая. Вот вы сказали, там 42 километра, а это разное на время? Допустим, вот человек бежит, он 42 километра может не добежать. Это в Америке, у нас-то меньше. Да, 42 километра это марафонская дистанция. Вот. Что касается по времени. У нас вот этот физический тест делается. Вот, но я вам по времени точно сейчас не скажу. Ну, знаю, 3 километра нужно пробежать, наверное, мне кажется, за 14 минут. 3 километра рюкзак 45 килограмм нужно пронести, наверное, быстрее, чем за час. Что касается подтягивания и отжиманий, то есть там, ну, специального норматива нет, но это не так, что ты подтянулся, минуту посидел, потом по новой. То есть взял, прыгнул, подтянулся 10 раз. Пресс 60 раз, отжался 60 раз. Что касается в Америке, там немножко посложнее, гораздо посложнее. Даются сутки. Даются сутки для того, чтобы ты выполнил этот норматив. Для начала нужно пробежать марафон, потом нужно еще, я еще и просто не сказал, еще нужно 12 километров с грузом пройти, 50 килограмм. Потом отжимания, и вот все вот это вот. Там тест жесточайший. Физически нужно быть очень готовым. Примерно когда я проходил обучение в США, это было давно, это был 1998 год. Вот. Из команды в 60 человек осталось 6 человек нас. Остальных всех отсеяли. Но тесты, само обучение там проходит не то, что ты учишься, сидишь целый день, а через месяц ты вот этот тест даешь. Нет, все просто. Просыпаешься, приходишь на работу в 8 утра, 45 минут занятия, 15 минут перерыв, но в 15, прошу прощения, не так. Приходишь на работу в 8 утра, начинается у тебя рабочий день
с физподготовки. В день ты должен пробежать, все должны пробежать 25 километров. 10 утром, вечером 15 или наоборот. Пробежали, помылись, начинаем заниматься. 45 минут занятия, 15 минут перерыв. 15 минут перерыв подразумевают отжимания, подтягивания, что угодно. И так 8 часов. После этого нужно опять либо кросс пробежать 15, либо 25. Ну, в итоге каждый день нужно по 25 бегать. И поэтому из большого количества людей остаются единицы. Все просто. Ведь человек может устать, он может мозоль натереть и не может бежать. Ему говорят: Джон, ты великолепный парень. Когда Джон говорит: я не могу, вот сегодня бежать, у меня нога болит, мозоль. Он говорит: Джон, ты великолепный парень. До свидания. Еще один раз можно прийти. Ну, через год, через два. Потом уже, если ты не проходишь второй раз, уже потом тебя не принимают. Поэтому физическая подготовка, ну, что касается США, она супер мотивирована и супер тяжелая. У нас она попроще, но работает не попроще. Работает посложнее. Еще вопросы? Ну, а вы с какого раза сдали? Ну, вот эти все экзамены. Где, в России или в США? Ну, и там, и там. Ну, с первого раза. То есть физподготовку я сдал с первого раза. Я служил в воздушно-десантных войсках, в разведроте, если, ну, разведка так называемая, там физическая подготовка очень сильная была. До армии я не употреблял алкоголь и курево, я занимался хоккеем, я был, ну, спортивно мотивирован. После армии я не занимался алкоголем, курением. Вот, то есть я по жизни не курю и по жизни, ну, я не скажу, что практически не пью, но очень мало пью. Вот. Поэтому тесты для меня были, ну, как бы тяжелы, но я проходил. Когда я поехал в Америку, я уже знал об этих тестах, поэтому я готовился. Я специально готовился, бегал, занимался. Я и сейчас занимаюсь спортом. Вот, например, 20 сентября я пробежал московский международный марафон. 42 километра, 192 метра. Сказать, что спорт помогает вам жить, поможет вам жить в жизни всегда, поверьте мне. Еще вопросы, ребята? Чем зацепила профессия так сильно? Что? Ну, чем зацепила профессия? Профессия? Ну вот зацепила романтика и романтизм. То есть вот прыжки с парашютом для меня это было... Ну, я вот этот фильм посмотрел, а еще я в Кировском районе был у бабушки с дедушкой и увидел реально, как парашютисты пожарные прыгают в лес. Я далеко-далеко видел, ну, в общем, далеко. Вот это как-то меня вот зацепило. И когда я вообще пришел устраиваться, меня не взяли на работу. Мне говорят: мест нет, иди отсюда. И я вышел такой вообще огорченный. Я пришел с армии, у меня было там 24 прыжка с парашюта. Я думал, что меня возьмут даже вообще не спрашивать ни о чем. Мне говорят: иди отсюда. Потом вышел, инструктор говорит: что, не взяли? Я говорю: да, не взяли. Ну ладно, говорит, вот давай на комиссию, направление тебе дам, пройдешь, на десантника пожарного пойдешь. Пойдешь? Я говорю: да не пойду, я не хочу, я хочу быть парашютистом пожарным. Ну, был молодой такой, это очень импульсивно. Он говорит: ну ты не торопись, ты пройди комиссию десантника пожарного, а потом мы решим. Ну я понял, прошел комиссию, пока проходил, освободилось место. Мне потом предложили: вот, ну, поедешь в Троицко-Печорск работать. Готов? И я говорю: конечно, готов. Поэтому я прошел обучение, вот то, которое я, ну, раньше мы учились, это было советское время, учились 4,5 месяца. Вот я больше прошел это обучение и получил специальность, профессию парашютист пожарный. И первый год, я помню свой первый прыжок в лес, я помню первый пожар. Вот. Кроме романтики, есть, вот в этой профессии есть еще, понимаете, такая, скажем, изюминка, которая позволяет всегда оставаться человеком. То есть, кроме этого, ну, вот сама профессия, она подразумевает, что человек, ну, мы ведь живем в обществе, да, то есть, естественно, в этой профессии, кроме сложного, есть и веселое, ну, такие смешные ситуации, когда, ну, всякие смешные ситуации случаются в нашей жизни, да, и в этой профессии очень много смешных ситуаций бывает. Но, во всяком случае, я не жалею, что я выбрал этот путь, не жалею ни на йоту. У меня взрослые дети, которые не выбрали мой путь.
которые с детства это видели и знали, но почему-то они не захотели. Ну, это их выбор, я не заставляю их это делать. Но тем не менее, на сегодняшний день, я вам скажу, более того, около 15 лет я обучал парашютистов пожарных, да, и вот поток, ну, мы называем поток, там, грубо говоря, 30 человек мы обучаем парашютистов пожарных. Проходит 10 лет, остается 1-2 человека. По разным причинам уходят. А причины, опять же, именно тяжелые, ну, разные. Еще раз повторю, это, во-первых, это страх. Страх такое человек, ну, чувство, которое ведь нельзя убрать. И когда говорит человек, что я не боюсь, поверьте, он говорит неправду. Каждый человек боится. Конкретно, если человек прыгает, он боится. Это нормальное чувство. Это чувство нашего самосохранения. Поэтому, когда говорит, что он не боится, он боится. Это научно доказано. И вот преодолеть этот страх не каждый человек может. То есть кто-то может прыгнуть с парашютом, да, а кто-то не может. Но это вот на интуитивном, на невербальном уровне человек вот, ну, не может пересилить себя. Это первая проблема. Вторая проблема — это нахождение в лесу. Когда вы пошли в поход, там 1-2 дня пожили, там, ну, комары покусали, вот это все. А когда вы живете, я был в командировке на Чукотке 52 дня. Я жил в палатке. То есть ел там, ну, то, что мы готовили. То есть это психологически очень тяжело, это психологически угнетает, это убивает физически, морально. Когда ты работаешь целый день, тебя комары кусают, а вода кусает, в палатке ты живешь, то есть ты не моешься, то есть ну, никаких бытовых условиях нет. Когда ты возвращаешься, лично я когда возвращался и садился или ложился на диван, это было блаженство. Вот, поэтому, вот, чем меня это зацепило, видимо, я люблю трудности. Вот я люблю трудности, до сих пор я люблю трудности. Вот преодоление чего-то, преодоление себя. Я в первую очередь о себе говорю. Я преодолеваю себя. Я московский марафон бежал не для кого-то, а для себя. Я преодолеваю себя. Я хочу преодолеть себя и только себе хочу показать, что я это смогу сделать. Вот. Поэтому вот у каждого свой характер, у каждого своя ментальность, и каждый вот выбирает, наверное, направление деятельности, то, которое он выбирает. Вот я выбрал это. Еще вопросы давайте. Можно я? Да. Чем отличается от особенностей? Есть тушение пожаров, там разные виды леса, или местность, там равнина, горы, там сопки? Вы же везде были. Ну, это типа леса, я говорил, да. Что касается вот лесных пожаров, это об этом вопрос. То есть самые сложные лесные, ну, пожары делятся, да, скажем так, бывает таежный пожар, бывает степной, бывает тундровые, это ну, неофициальная статистика, да, горные пожары. Сейчас это называется одним словом. Это классификация пожаров. Я говорю о классификации пожаров в нашей стране. Ландшафтный пожар подразумевает все. Вот это может быть любой пожар на любой территории. Классификация, например, США, вот это немножко по-другому. Это таежный пожар, это горный пожар, это в горной местности. Самый сложный пожар это в горной местности. То есть, если самые сложные, опасные и тяжелые пожары. Когда вы видите США, видите, наверное, в новостях, да, показывают, там прям все горит. То есть, несмотря на то, что в США обладает максимальными финансовыми ресурсами, максимальными техническими ресурсами, людскими ресурсами, всеми ресурсами, они не могут потушить пожар. Почему? Потому что это стихия. Стихия, которую невозможно остановить. Ну вот, для примера я всегда привожу пример, да, вулкан начинает действовать. Чем бы вы его не остановили, действие его, то есть он будет действовать. Так, так вот, грубо говоря, горный пожар, ну вот гора, да, сопка. Здесь вот, растет лес. Поэтому если начинается лесной пожар, откуда бы он ни начался, если он сверху начнется, все равно начинается катиться лесогорючий материал. Чем плотнее лес, тем будет, ну, естественно, сильнее гореть. И человеку, который тушит лесной пожар, вообще 90% вообще опасно работать на горных пожарах. Почему? Потому что здесь внизу стоят, на него свалится все, покатится. Если здесь стоят, на него огонь начнет гореть, а гореть он начинает в 3 раза быстрее, чем на ровной местности. В 3 раза.
Опять же, ну, это в среднем. И в 2014 году у нас в Горном Алтае 11 чисто пожарных сгорело за один раз. Просто такой раз. И жизни потеряли люди. Вот, поэтому самое сложное это горные лесные пожары. У нас, конечно, в Республике Коми их нет, горных пожаров. У нас есть Урал, это вот древние горы, они невысокие, поэтому там пожаров у нас практически нет. А, например, в США, вот, западная часть США, горы там Кальдерьера, если вы помните, да? И Аляска, тоже горная цепь, там очень много горных вот, вершин. И, естественно, горных пожаров там много, и поэтому очень сложно тушить лесные пожары. Очень сложно. Применяются те же средства, но я еще не рассказал о технологиях танкерной технологии, авиатанкерной, когда самолеты и вертолеты сбрасывают воду. Вот. Но тем не менее, они не могут остановить лесной пожар. Просто не могут. У нас, еще раз говорю, проще безопасности в тушении. Но свои нюансы тоже есть. Все вопросы? Часто ли погибают? Да. Ну как понять, часто. То есть постоянно, ежегодно по всей стране, по нашей стране, наверное, 1-2 человека погибают. По различным причинам. Парашют не раскрылся, может в огне сгореть, может дерево на него упасть. Либо вот люди там спят в палатке, дерево ночью упало. Вот такие вот причины бывают. Тонут. Прыгнул парашютист в лес, попал в воду, в озеро, в реку, утонул. Хотя у него снаряжение парашютиста пожарного позволяет ему плавать. Ну, по-всякому бывает. Приземляется в лес, в воду, по-всякому бывает. А сколько весит снаряжение? Ну, вот я говорю, что да, у каждого парашютиста 50 килограмм. То есть сам парашют весит около 12 килограмм. Снаряжение пожарного около 17 килограмм. То есть есть рюкзак на 120 литров у каждого парашютиста пожарного. 120 литров это вот такой хороший рюкзак. Вот. Туда, то есть если человек прыгает, парашютист пожарный прыгает, вот он, у него с собой парашют, у него снаряжение парашютиста пожарного, у него средства пожаротушения, ну это делится на все, на группу, средства связи, и в итоге получается около 50 килограмм. И, например, 45, там, от 45, в зависимости еще сколько у вас личных вещей. И вот этот груз нужно выносить, например, то есть если вы прыгаете на пожар, это не значит, что вас оттуда же заберут. Вам говорят, сейчас же у нас все есть, да, спутниковый телефон есть, навигатор есть. Раньше ничего не было, но все равно это мы раньше делали. Сейчас говорят, вот квартал такой-то, координаты такие-то, навигатор забили, и мы пошли. 10 километров мы идем, у каждого такой груз, 50 килограмм. Это фантастически тяжело. Идти по лесу, по-нашему, тащить рюкзак такой. Выходим на дорогу, там связываемся, нас забирают, может машину забирают, там можно договориться с лесхозом, либо с лесозаготовителем забирают людей, ну, парашютисты пожарных, по-всякому. То есть можно на вертолете, можно пешком, если повезет, например, где-то там в верховьях Вычега прыгнем, или в Печоре, река. У нас есть катера, катер приехал, мы на реку вышли, он нас забрал, мы спустились. Все радуются, когда они ходят пешком, потому что груз тяжелый, тяжело ходить. Это реально тяжело. Ну что, я надеюсь, вопросов больше нет, да? Погрустнели, профессия тяжелая. Не надо грустить. В каждой профессии есть, есть свои плюсы, есть свои минусы. На самом деле, да, она тяжелая, но лично для меня она тяжелая, для тех людей, которые работают. Она не тяжела. Поначалу, конечно, страшно, но тем не менее все живы-здоровы, и со всеми может случиться везде, поэтому бояться ничего не надо. Но те люди, которые вот работают у нас, они такие особенные, они очень любят шутить, они очень много шутят, они просто вот только на шутках вот все это происходит, потому что в жизни хватает такого тяжелого, и грустным быть можно всегда, но масса основная это те люди, они с юмором, с шутками.
Поэтому даже там при укладке, при прыжках постоянно друг друга вот подкалывают, как это говорится, да, поддергивают. Поэтому не надо грустить. Масса есть, я вот скажу свой пример. Работая в США, штат Аризона, ночь, просто там, днем плюс 40, ночью где-то 0 градусов. Вот, работая на название пожара не помню. В общем, работая с Пулацкой, это такая гористая местность, где леса практически нет, где кустарник вот такой. Работая, вот, там, копаю что-то, чувствую что-то, мне под штанину ползет. Представляете? Вот прямо так под штанину. И вот не такое, а вот такое. И я не понимаю, что. Но я знаю тарантулы, я знаю змеи, крокодилы, ящерицы. Я ее ловлю вот здесь, и я не знаю, что это такое. Представляете? У каждого парашютиста американская радиостанция, и связь должна поддерживаться постоянно. И вот из-за опасности должны друг с другом говорить. Я кричу: Джон, срочно ко мне. Срочно ко мне. Он, конечно, прибегает, что случилось, что случилось. Я говорю: кого-то держу. Он начинает за хвост вытаскивать. Вот такая ящерица. Ящерица, знаете, вот такая. У нас они такие маленькие, не очень яркие, а там желтая какая-то, красная такая, ядовитая. Прям вообще ужасная. Я от страха, я реально перепугался, понимаете. Я ее на кусочки порубил от злости, что она ко мне залезла. Вот. Что парашютисты пожарные делают? Проходит там 2-3 дня, мы опять готовимся на пожар. У каждого ящичек, где парашют стоит, где снаряжение парашютиста пожарного. Они мне покупают такой ящик. И туда. Я подбегаю, когда начинает там тревога звенеть, нам нужно на пожар. Подбегаю, открываю, там ящерица, я опять отпрыгиваю. Они все смеются. То есть, вот в этом плане шутки, они без них никуда. Ну, я, наверное, думаю, все, и раз вопросов нет, да? Давайте, наверное, конкурс проведем. Ну да, за самый интересный вопрос. Да. Вопросов, правда, было мало. Ну, тем не менее, вопросы были. Но вот мне понравился вопрос ваш. Чем меня зацепило? Простой вопрос. Но он мне понравился. Поэтому я могу подарить, да? Да. Вас зовут как? Наталья. Наталья, очень приятно. Меня зовут Владимир Анатольевич. Я вам дарю вот эту продукцию, так как ваш вопрос мне больше всего понравился. На основании лично моих убеждений. Поэтому вам большое спасибо. И вам большое спасибо, что вы вообще пришли, нашли время выслушать меня. Теперь вы понимаете, что лес нужно кому-то охранять. И вы теперь знаете, что есть такие люди, которые охраняют лес. И которых очень мало. Которых очень мало, да. И поэтому берегите лес. И говорите всем своим друзьям, коллегам, что лес нужно беречь. Тогда все, да? Спасибо. Большое вам спасибо. Желтым жарким шаром догорело в вышине искры тех лесных пожаров снова вспыхнули во мне. Что со мною, кто мне скажет? В сердце серая зола. Может, в том пожаре страшном я и сам сгорел дотла. Лесные пожары, пылающий лес, горит мое сердце огнем до небес. Горит мое сердце, пылает огонь и рвется на волю, как бешеный конь. И
светит мне жаром и прет на рожон. И я как пожаром тобой окружен, и я как пожаром тобой окружен, тобой окружен. На рассвете мы проснемся, не грусти, любовь моя, никогда мы не вернемся в опаленные края. Время в нас огонь потушит, но в горящих тех лесах все мерцают наши души в раскаленных небесах. Лесные пожары, пылающий лес, горит мое сердце огнем до небес, горит мое сердце